Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара и я его ведущая Нала Кови. Сегодня в программе. В преддверии гражданского форума состоялась встреча депутатов первого созыва парламента и членов Общественной палаты республики. Началась серия профориентационных встреч со школьниками страны. Какой будет погода и можно ли надеяться, что этой зимой мы еще порадуемся снегу? Баадра Гунба подписал указ о создании Государственной комиссии по увековечению памяти, изучению и сохранению научного и творческого наследия выдающегося ученого Станислава Засимовича Лакоба. Председателем комиссии назначен вице-премьер Джансух Нанба. Государственной комиссии поручено в срок не позднее 7 апреля 2026 года представить на рассмотрение Кабинета министров предложение по обеспечению изучения, переработки и возможного издания неопубликованных рукописей, писем, речей и научных работ Лакоба. В МИД России обсудили подготовку к очередному раунду женевских дискуссий. Во встрече приняли участие главы делегации, министра иностранных дел Абхазии Олег Барцыц, госсоветник президента Южной Осетии Константин Качиев и замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Они подтвердили настрой на координацию позиций с упором на обеспечение безопасности двух республик, акцентировали важность выработки юридически обязывающих гарантий для Тбилиси о неприменении силы, а также начало делимитации и демаркации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Глава МИД Абхазии Олег Барцыц встретился с послом Никарагуа в России по совместительству в Абхазии Альбой Асусеной Торрес Мехия. Переговоры проходили в посольстве Абхазии в Москве и были посвящены углублению двустороннего стратегического партнерства. Стороны договорились в ближайшее время обменяться видением по конкретным шагам для реализации новых проектов, включая культурные обмены и экономические инициативы. 1014 обращений поступило в 2025 году от юридических и физических лиц в Госуправление по архитектуре и градостроительству на предмет проведения экспертизы, дачи заключений, проведения исследований, выдачи лицензий. Начальник управления Дмитрий Цимцба, представляя отчет вице-премьеру Вараздату Минасяну, рассказал, что межведомственные комиссии по проведению контроля за соблюдением условий предоставления земельных участков юридическим и физическим лицам осмотрели 145 участков. По запросам госорганов даны 130 заключений и разъяснений по вопросам градостроительства, строительства и архитектуры. Проведено 634 экспертиз проектно-сметной документации на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Встреча с депутатами первого созыва парламента состоялась в Общественной палате Абхазии. Она была посвящена организации форума «Диалог, согласие, развитие», который был запланирован на 12 марта. Подробности встречи в материале Ирены Богателия. 3 основных вопроса о демографии республики, социально-экономической сфере и реформе конституционно-правовой политической системы Абхазии выделены Общественной палатой для обсуждения на гражданском форуме, запланированном на 12 марта. Каждая из этих тем очень большая и включает в себя много других более мелких тем. И мы хотим выработать некие такие практические шаги для написания общей долгосрочной стратегии государства. И все те итоговые документы по каждому круглому столу войдут в большую резолюцию, которая будет вынесена на суд общественности на большом форуме в марте. Мы будем обращаться к президенту, к парламенту для того, чтобы они поддержали предложение общества и услышали голос гражданского общества в нашей стране. В преддверии форума «Диалог, согласие, развитие» представители Общественной палаты уже посетили городские и районные собрания, провели консультации с политическими партиями. Однако, по их словам, важно услышать мнение депутатов первого созыва парламента Абхазии, при которых была принята Конституция страны. Систему нужно менять. Несомненно, нужно менять. Но я боюсь одного. Мы можем изменить эту систему, получим то же самое, что имеем сегодня.
может так случиться? Скорее всего, да. Надо тщательно проверить. Надо тщательно продумать, проверить, проанализировать, что собой представляет общество, в котором мы с вами живем. В этом плане я полностью разделяю и поддерживаю и повестку дня. Ибо в обществе, когда мы говорим об обществе, речь в первую очередь должна идти о человеке этого общества. Эта встреча открыла серию круглых столов, которые пройдут в преддверии форума в Общественной палате. Цель – услышать мнение экспертов в различных областях по обсуждаемым вопросам. Мы хотим максимально сузить спектр вопросов, чтобы получить, так сказать, идеи, предложения и рекомендации для органов власти. И завершающим из этих 3 круглых столов будет вот эта реформа политической и конституционно-правовой системы Абхазии. 12 февраля обсудят вопросы демографии, 19 февраля – социально-экономического развития, а 26-го – политической реформы. Я хотел бы коснуться, конечно, ключевой темы, это вот о чем Тамаз Иванович сейчас выше отметил, это вопрос реформы политической системы. Вы прекрасно знаете и лучше нас знаете, что уже на протяжении десятилетий этот вопрос является центральной темой внутриполитической повестки у нас в государстве, которая связана в первую очередь с общественно-политической стабильностью в стране, связана с устойчивой политической системой в государстве и, конечно же, с наведением правопорядка. Это ключевые вопросы, без которых развиваться любое государство не может. Поэтому мы считаем, что именно вот с этой ключевой реформой мы связываем начало преобразований в стране. На гражданском форуме 12 марта по итогам круглых столов будет принята резолюция. Ирина Богателя, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Гарри Адамурович Цвижба объявлен в розыск прокуратурой города Сухум. Как сообщалось ранее, по результатам процессуальной проверки события, имевшего место 5 ноября прошлого года в офисе редакции газеты «Абхазский вестник» в отношении граждан Российской Федерации Ревы, Тимофеева и Будыкина возбуждено уголовное дело по факту нарушения порядка финансирования избирательной кампании кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления. Гарри Цвижба объявлен в розыск в ходе предварительного расследования по этому делу. Оперативным службам также дано поручение об установлении полных демографических данных и личности лица под именем Медведев Владимир для его доставления в орган расследования и привлечения к уголовной ответственности. Представители Министерства просвещения совместно с процессорско-преподавательским составом АГУ начали серию профориентационных встреч со школьниками страны. Первым специалисты посетили Сухумский лицей-интернат, где рассказали учащимся о важности изучения точных и естественных наук. Главная цель подобных мероприятий – привлечь внимание будущих абитуриентов к определенным направлениям и помочь выбрать свой путь. Подробности у Гугуцы Вардания. Специалисты факультета биологии и биомедицины показывают школьникам Сухумского лицея-интерната химические реакции на примере растворов и жидкостей. Принимают в этом участие и дети. Давай. Смотри, есть пипетка. Ты этой пипеткой набираешь раствор. Сегодня в гостях у учащихся Сухумского интерната преподаватели точных и естественных наук Абхазского госуниверситета, лекторы и профессоры факультетов биологии, биомедицины, физики и математики. Если объединить эти два факультета в одно целое и сказать, что же нас такое объединяет, почему мы пришли вместе, я вам скажу, что все специальности, которые подготавливаются на этих двух факультетах, являются одними из самых востребованных в Абхазии. То есть если сегодня завершить обучение по любой специальности на двух этих факультетах, вы будете очень-очень востребованными людьми в плане своей профессии. Из направлений. Почему биология, почему математика, почему физика? Это те науки, на чем держится сегодня вообще прогресс человечества. Именно биология, химия, математика, физика.
Сегодня Абхазия испытывает дефицит кадров в точных и естественных науках. Страна остро нуждается в химиках, биологах, математиках, физиках, экологах. Поэтому подобные встречи, где рассказывают о преимуществах профессии, очень нужны. Возможно, они помогут выбрать молодым людям свой путь. Но роль ментора в моей жизни оказалась, наверное, самой главной, потому что Виктор Ильич Маландия, первый проректор Абхазского государственного университета, мой дорогой учитель и ментор, показал мне весь мир яркой и красивой биологии. И, конечно, для меня очень важно, что случились в жизни такие люди, которые на своем примере показали важность и нужность педагогической профессии. На сегодняшний момент я возглавляю ядро Министерства просвещения. Это управление общего, среднего и профессионального образования. Поэтому могу сказать, что карьерный рост учителя у меня удался. За 2 урока педагоги Абхазского госуниверситета рассказали детям о направлениях вуза, поговорили об элементах таблицы Менделеева, провели химические эксперименты и даже сделали гербарий на память. Больше всего мне понравилась игрушка, которую нам показывали с голубем, который как работает законы физики в настоящем мире. Это очень хороший пример, так как это нам показывает, как можно применять формулы в нашем жизни. Если честно, я хочу выбрать направление инженер-механик и хочу иметь образование в развитых самолетах, так как мне самолеты с детства интересуются, и я хочу стать хорошим инженером, который будет строить хорошие самолеты в будущем. Так прошла первая профориентационная встреча со школьниками, организованная в рамках Координационного совета Министерства просвещения и Абхазского госуниверситета. В планах у специалистов посетить и другие образовательные учреждения страны. Гугу Савардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Объявлен конкурс на соискание научной премии имени Георгия Дзидзаря. Ее присуждают за достижения в гуманитарных и естественных науках, получившие широкое общественное признание, сообщает Минкульт Абхазии. На соискание могут выдвигаться авторские коллективные монографии, многотомные издания устных и письменных источников, академических словарей, учебники для вузов. Все труды должны быть опубликованы не ранее 2023 года. Заявки принимаются до 1 июня. 15 тонн апельсинов доставили из Абхазии в Санкт-Петербург ветеранам-блокадникам. Акция, приуроченная к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, организована при личной поддержке президента Абхазии Бадры Гунба и губернатора города Александра Беглова. Доставку и сопровождение груза обеспечили почетный консул Абхазии в Санкт-Петербурге Владимир Бегвава и представители партии «Народный фронт Абхазии». Мастер-план развития Сухума обсудила рабочая группа под председательством главы администрации столицы Тимура Агрба. С инициативой создания проекта выступил директор ассоциации инвосодействия Алхаст Хагушев. Мастер-план подразумевает планирование, концептуальное видение того, как администрация будет развивать транспортную инфраструктуру города, пешеходные потоки, общественные пространства. Как отметил Тимур Агрба, должен быть разработан действенный мастер-план с указанием выделенных полос для общественного транспорта, для парковок, в целом для комфортного функционирования всей инфраструктуры для горожан и гостей столицы. Участники совещания обсудили поименный список специалистов, которые могли бы войти в рабочую группу. Руководство политической партии «Единая Абхазия» передали мольберты в дар детскому дому творчества «Айнар». Директор Виталий Кацба отметил, что для учебного заведения важно подобное внимание и преподнес гостям картины своих подопечных в подарок. Партия «Единая Абхазия» планирует и впредь поддерживать творческую молодежь. Куяна год, Харахчар – это наше будущее. Они нас вдохновляют. Сегодня вы не просто учите рисовать, сегодня вы их и морально-нравственным воспитанием тоже занимаетесь. Они здесь рисуют наши национальные колориты. Они понимают, кто они по духу, кто они по национальности. Это большое, на наш взгляд, дело. И мы считаем, что мы должны были внести свою лепту в вашу творческую деятельность, потому что мы искренне считаем, что вы закладываете, один из тех людей, который закладывает морально-нравственное воспитание.
Наступил последний месяц зимы. И хотя, как правило, февраль в Абхазии всегда холодный и непредсказуемый, уже ощущается приближение весны. Какой будет погода и можно ли надеяться, что этой зимой мы еще порадуемся снегу, узнавала Милана Агарба. Февраль обещает быть холодным, но это не редкость, а закономерность для климата Абхазии. Как правило, последний месяц зимы балует нас снегом, но по словам климатолога Асиды Ахсалба, в прибрежных районах снег не пойдет. Море продолжает остывать, но в этом году процесс идет медленно. Температура воды на данный момент составляет 10 градусов. Снегопадов или, скажем, выпадения снега в приморской зоне Абхазии мы не ожидаем, как, в принципе, мы и на своих предварительных прогнозах об этом говорили еще осенью прошлого года. В феврале в предгорьях и горной части Абхазии, а также в удаленных от моря районах ожидаются мокрый снег и снег. Особенно это касается высокогорных территорий, таких как район Верхней Ишеры. После 10 февраля в этих местах прогнозируют осадки. Солнечные дни в феврале ожидаются не более недели. Март будет теплым, и плохая погода по сравнению с предыдущими годами будет наблюдаться реже. По словам Асиды Ахсалба, в апреле ожидается подъем уровня воды в реках и затопление низменных участков. Поэтому службам уже следует готовиться к возможным стихийным бедствиям весной. Лето, по прогнозам климатолога, будет жарким. Те, кто больше увлекается выращиванием культур или занимается выращиванием культур традиционных, то позже на месяц желательно свои работы осуществлять, потому что у нас отодвинулся этот вегетационный период в связи с повышением температуры. Что касается магнитных бурь, то высокие значения ожидаются со второй половины марта. Тем, кто зависит от погодных условий и атмосферного давления, следует подготовиться и иметь при себе необходимые препараты. Милана Агарба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В среду 4 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и до полудня временами дождь, в предгорьях дождь со снегом, гроза. В горах ожидается снег. Температура воздуха ночью 1,6, днем 3,8 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.